Здравствуйте, уважаемые телезрители! Самым необходимым орудием не только в повседневной жизни, но и на охоте является нож. Хороший нож для охотника – самый близкий и верный друг. Старики-охотники говорят: в тайге лучше остаться без ружья, чем без ножа. Сегодня мы поговорим о тех, кто изготовляет такое нужное нам всем орудие труда и охоты – о кузнецах. Кустарные способы добычи железной руды и обработки железа были известны якутам с давних пор. Это нашло отражение в актовых документах 17 и 18 веков. Эвенки с реки Оленек уже в 1621 году сообщали мангазейским казакам, что якуты реки Лены знают производство железа, что они, эвенки, издавна меняют у них соболей на металл. А отряд Антона Добрынского и Мартына Васильева, который был послан на Лену в 1630 году, встретил якутов, одетых в железные доспехи. В 1646 году якутский воевода Василий Пушкин в своем донесении в Москву подробно описал умение якутов выплавлять железо из руды. Он, в частности, писал: «У иноземцев их якутское дело. Железо есть самое доброе, а плавят они то железо из каменья. На свои якутские дела вместо сабель делают пальмы и ножи». В октябре этого года в городе Покровске состоялось открытие персональной выставки Александра Данилова «Уджор Ус Утума» по следам древних кузнецов. Александр – мастер кузнечного дела, мастер производственного обучения учебно-производственного предприятия «Гелиос», аспирант Института физико-технических проблем Севера. Он из когорты практиков. Вот уже несколько лет Александр самоотверженно занимается трудоемким, но очень интересным делом – возрождением древнего сыродутного способа восстановления железа из местной руды. Эта тайна уникальной технологии производства железа вовлекла энтузиаста на поиски и экспедиции. Информация хумян кирен бардак путевастан кайдах булыргы оқтыры инкерде кайдах уharallara бите болду же. Аны тебу манна каңала сулуугар тугуна бүтүгөндөн ботомандан эн керия атамыт уруда көрдү хетирди баста. Аны кайдах тас боларын билбетте болла путеве тек кылыңна кыйын болген көрдү хетир ким кара дейт ким кыл дейт. Буден кайын булбаппы. Ну булар билүү харбыт чиддерин ен баран тимирдерин хага бар. Аны булабыт шлактара өлбөк булла. Онура булар эди бит. Атак онтон кайда биде болду ден бастан геолог Аркадий Петрович тем Андреев ол кине тахаран ол бисите бутен бардын керибикке ол кейланы бигинже бу мандык болар ден көрдүрөн үйрөппүдө. В ходе поисков были найдены месторождения железной руды, а также святая святых, места древних кузнечных плавок на территории Хангаласского и Татинского улусов. Это остатки рудоплавильной печи, древние шлаки, фурмы, свидетельствующие о том, что там плавили руду. Сейчас таких находок на практике Александра немало. Из всего этого мастер складывает историю кузнечного дела якутов, основательно и по крупицам возрождает забытый промысел. И неспроста. Кузнецом был прадед Александра, известный в Хангаласском улусе мастер Андрей Афанасьев Мачах-Ус из местности Кюбеню. О его таланте до сих пор ходят легенды.
Памятливая природа одарила умением обращаться с железом и его правнука. Александра с детства тянуло к кузнечному делу, но мало кто всерьез воспринимал увлечение юноши, и никто не думал, что он станет знатным кузнецом. Северахпун битирен бамын институт физтех проблем севера. Онно кинлер детемир ухарытын мен тиргилдерде. Олар үлага киранды бихал тимир ухарытынан жарыктан эканада ендер. Онно кибидим. Ол институт базатыгар элбек оқтыру мартамыт. То боровлан экспериментальный ухарылары орамыт. Эти суруюлары онна Синефон Митрович Уткин суруютунан оны ағын бәтин кітті баран кепсетен. Оны ото мандык болатын представление барганы бан оңырарығында қатым бұлдай. Оңырарын оңырабыт оннык же тұтуған оңыра хатыбыт, онтуйбыт табылуат эде баста. Түйінлері ең білдер бұла қойчы бе. Оңыра хатыбыт қайыбыт оны табылды. Хем бит табылды хоға желдерді онна. Әс қайдақ табылды хоқта жемет. Бұл Магит Сергей товарым бар. Бұл кейлейін тобі үліләпет онна. Так, методом поисков, ошибок и находок была восстановлена методика древнего сыродутного способа получения железа из местной руды. Плавку проводили в глинобитных печах в виде усеченной пирамиды. В нижней части ее тулова находится отверстие для выемки крицы. Перед плавкой это отверстие плотно заделывалось. Дно печи устраивалось в виде чаши с отверстием для слива шлака. Для наддува чуть выше вставлялось сопло из огнеупорной глины, куда с помощью кожаных мехов нагнетался непрогретый воздух. То есть применялось холодное дутье или, как говорили раньше, сырое дутье. Топливом для печей повсеместно служил древесный уголь. Якутские металлурги предпочитали уголь из сухостойной или же заранее заготовленной лиственницы. Пережигали его в ямах, после выемки в обязательном порядке просеивали. Руду же заготавливали по руслам рек, в местах естественных обнажений железорудных пластов. Перед плавкой ее пережигали, дробили, сортировали. В ходе плавки в разогретую и наполненную древесным углем печь засыпалась порция дробленой железной руды, и при помощи мехов производился наддув. По мере прогорания угля печь постоянно наполнялась новыми порциями угля и руды. Опытный мастер следил за их соотношением, а также за интенсивностью наддува. Таким образом, цикл повторялся до тех пор, пока расплавленная шихта не наполняла чашу, устроенную в донной части печи. При достижении определенного уровня мастер приостанавливал плавку. Через заранее заготовленное отверстие сливал освобожденный от восстановившегося железа жидкий шлак. И это действие повторялось до тех пор, пока количество восстановленного железа не достигало запланированного. Успех зависел от опытности мастера. Известно множество упоминаний о неудачных результатах плавок. В ходе этого процесса прежде всего плавились легкоплавкие компоненты руды, а содержавшиеся в ней оксиды железа под воздействием угарного газа, образующегося при горении древесного угля,
восстанавливались до зерен чистого железа и спекались. Получался пористый, пропитанный шлаком железный комок, называемый губчатым железом, или по-другому кричным железом, или просто крицей. После плавки печь либо разрушали, либо разбирали нижнюю часть ее тулова и вынимали крицу. Потом крицу много раз проковывали, выдавливая из пор шлаки. В 2012 году в Москве на международной выставке «Кузнецы России» в центральном павильоне ВДНХ якутские кузнецы-самоучки Александр Данилов, Егор Романов и Василий Герасимов показали сыродутный способ выплавки железа из руды. На работу якутских мастеров обратил внимание президент Союза кузнецов Леонид Архангельский и пригласил их принять участие в традиционном кузнечном фестивале «Кузюки. Город мастеров», который прошел в столице русской металлургии, городе Златоуст. На этом фестивале якутские кузнецы на глазах у сотен зрителей заложили в печь 12 килограммов руды и выплавили 3 килограмма кричного железа. Полученная после нескольких часов непрерывной огненной работы губчатая железная крица отправилась в музей. Кричная печь осталась на вечном хранении в лаборатории компании «АИР». А куски железа, полученного якутскими кузнецами, были мгновенно растащены многочисленными зрителями на сувениры. Наши земляки приехали из столицы русского кузнечества Златоуста, еще раз доказав, что талантам и умениям якутских мастеров нет предела и границ. Александр Данилов продолжает заниматься своим любимым делом. Кует ножи, делает якутские пояса, статуэтки. Якутский нож на вид очень прост, но есть две главные детали, имеющие важное значение. Это грань, делающая сечение клинка якутского ножа не треугольной, а четырехугольной, усиливая пробивное действие, что очень помогает во время сверления, скажем, в кости отверстия или когда нужно пробить толстую кожу. Во-вторых, односторонняя заточка и едва заметная выпуклая левая сторона клинка. Эта выпуклость облегчает строгание дерева. Траектория движения ножа позволяет без особых усилий добиться нужной глубины строгания. Или резку мяса, заставляя нож двигаться наружу, облегчая разделку туши. Якутский нож очень прочный и удобный в использовании, но его надо все время держать в тонусе. И сейчас Александр продемонстрирует нам самый простой и доступный способ заточки ножа в домашних условиях. Светлана тугунан кепсе где-то условия простой дык, качественный дык, когда хотел их увидеть. Дигнен ранний тастер баллар, сенлах пауэр, специальный профессиональный тастер. Он был на холодном гуманник фанера, не кена брус мадана. Ламин манник бесталамбран. Наждачный кумаган клеен ламбран на момент клееном цераговя зернистая холор сыпаутан тутлуктах бу крупный хос кюсаоннах бу клурашистах экипин чалакат ева барнамта лурманна тыгын чалах стаджа онна улана алты үстах стаджа бастан алты үстах агла главное уголын көнеріп тұтуқын надо хайгыр
буманнык камсата халдан тутар буллакана вантайын кулучу кланы шүддик тақыват кланын ажатар булан ата көнетик пускан тутукун надо главное буманнык движение-то бяларда тардысын хөп маннык тан то разница то лохан хох главное буманнык уголын камсата булсан надо бир туу тутаңы угол тутаңы сата бага хул бир түттен атылганы бо түттен основной тарап антон бо түттен көзөрөн эле уже мелкие гидромбили хоть. Маны күшке баттағын ең ато главное уголын шепке тұтуқынады. Хамы біті егер бұл маннык маска эмектрини келейден мешеп бе. Маны бұл маннык паста гойден, полировочная паста. Маны тириге алан. Alam beranjak mana bitehin kelan jetaran. Tu bolok tuhterge maska ini hanar jonge şugay. Bolok setini barar bolok havanlıkka. Jigin ente şkurka degen ten hep bolar. Bu işne rustuydik tutterge. Bu hanar jonge şuy bolar. Evet. Allah mana bahan koyup. Кузнечное дело – тема очень обширная и глубокая. Его нельзя вместить в пределы одной передачи. Но мы, по мере возможности телеэфира, постарались передать как можно больше хорошей, а это значит, что и полезной информации. Мы желаем нашим кузнецам дальнейших успехов в их нелегком деле и вам, дорогие телезрители. До новых встреч в следующих выпусках охоты и рыбалки в Якутии.